Лето 2010 года надолго останется в памяти у жителей нашей страны. Аномальная жара стала причиной лесных пожаров катастрофических размеров. В тушении огня на территории нашего региона было задействовано большое количество служб, вплоть до авиации МЧС России. Работы не прекращались даже ночью. С тех пор, перед началом пожароопасного периода, на всех предприятиях атомной отрасли, которые граничат с лесными массивами или расположены в них, проводится тактика «Специальные учения». В 8:20 утра на пульт поступил сигнал о том, что в районе одной из промышленных площадок ядерного центра начался лесной пожар. Оперативная группа тут же выехала на место, чтобы оценить обстановку и решить, что делать дальше. Главная задача – не дать огню дойти до завода «Авангард». Сегодня выбрали одну из площадок, где у нас, наверное, заметили связь не совсем устойчивая, но и с водоемом здесь плоховато. Вот в этой обстановке мы должны собрать силы и средства достаточные. Тактика «Специальные учения» проводится в нашем городе далеко не в первый раз. Одна из главных задач – посмотреть, как происходит взаимодействие между службами, которые помогают в ликвидации чрезвычайной ситуации, а их немало. Добровольные внештатные формирования ядерного центра копают траншеи и убирают дерн, а также помогают сотрудникам ФМБА оказывать медицинскую помощь условным пострадавшим. Сотрудники специальных пожарных частей и военнослужащие ликвидируют очаги условных возгораний. Также впервые на учениях аварийно-технический центр запускает шестимоторный коптер, предназначенный для мониторинга и оперативного реагирования на аварии с радиационным и другими факторами опасности. Он управляется в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме. Чтобы вмешаться в управление или более точно посадить дрон, используют обычный джойстик. Данной комплектацией он оснащен гиростабилизированной оптической камерой, которая видит в оптическом диапазоне и теплоизлучающие предметы. В учениях задействовано порядка 500 человек и несколько десятков техники. Автомобили для подачи воды и пожарные. А там, где не пройдет машина, в лесу и на болотистой местности, на помощь придет пожарный танк. На базе какого танка? Т-54 был, переделанный пожарный. Как работает? Как работает? Очень просто. На нем стоит дополнительный агрегат, волговский двигатель для подачи воды. 13 кубов взрывается вода в него. Помимо сотрудников различных служб на учениях присутствуют и так называемые наблюдатели. В этот раз посмотреть, как работают наши специалисты, приехали коллеги из Трехгорного. В Сарове опыт большой, он и практический, и здесь силы и средства очень солидные. Пользуется территория повышенным вниманием и руководство госкорпорации «Росатом», поэтому уровень, конечно, здесь подготовки и проведения учений очень высокий. В ближайшее время итоги учений будут подведены специальной комиссией. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. За тебя готов и в воду, и в огонь, говорят порой, не зная цену слов. Только ты поверь, товарищ, дорогой, я и вправду за тебя в огонь готов, я и вправду за тебя в огонь готов. Мне известно, сколько огненных путей, сколько трудностей с тобою мы прошли. Не искали в жизни места потеплей, ну а самое горячее нашли, ну а самое горячее нашли. Мы входили не в один горящий дом, мы друг друга выручали в сизой мгле. Нашу дружбу мы проверили огнем. Не бывает крепче дружбы на земле, не бывает крепче дружбы на земле. Беспокойны наши ночи, наши дни, и никто, как мы, наверно, не желал, чтоб светили только добрые
За тебя готов и в воду, и в огонь. Говорят порой, не зная цену слов. Только ты поверь, товарищ, дорогой, я и вправду за тебя в огонь готов. Я и вправду за тебя в огонь готов.